الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой теме, которая касается каждого из нас, и в этом деле для всех нас есть наилучший пример пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А именно, каким образом посланник Аллаха строил диалог с другими людьми, каким образом он общался с другими людьми, каким образом он поддерживал отношения так, чтобы и истину раскрыть, исправить какой-либо порок, какой-либо недостаток человека. И в то же время, чтобы это было сделано наилучшим образом, чтобы человек не обиделся, чтобы человек правильно это воспринял, достучаться до его сердца. И поэтому, уважаемые братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: поистине в раю есть комнаты, которые их вид снаружи виден изнутри, а внутреннее убранство, внутренняя красота видна и снаружи. И тогда один бедуин, услышав эти слова, он сказал: о посланник Аллаха, кому же будут принадлежать эти самые дома в раю, эти комнаты в раю? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, чьи речи будут приятными, а также тот, кто кормил нуждающихся, а также тот, кто продолжительное время постился и совершал намаз ночью, когда все спали. И здесь речь идет про тахаджуд, про намаз тахаджуд. И поэтому, уважаемые братья, вот первое, о чем упомянул посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это приятная речь. Каким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разговаривал. И вот это по сути, оно касается каждого из нас. Потому что на сегодняшний день, наблюдая за собой в первую очередь, потом и за другими, я пришел к выводу, субханаллах, у нас между собой, какими мы близкими друзьями, близкими знакомыми, приятелями не были, у нас напрочь отсутствуют адабы хивара, по-арабски называется адабы хивар, адабы диалога. То есть мы не дослушиваем нашего оппонента, с кем мы разговариваем, мы перебиваем его спокойно с полуслова, с полупредложения. Мы, когда разговариваем друг с другом, если вдруг, не дай Аллах, если мы будем иметь точку зрения на какую-либо вещь противоположную, один защищает прививки, другой не защищает прививки, через 5 минут эти люди могут подраться. И поэтому это все говорит нам о том, что у нас очень низка эта культура общения. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хоть он и жил 1400 лет назад, в то время не было всяких разных психологических исследований, однако его жизнь, его примеры и по сей день являются актуальными и для всех людей, и в первую очередь для нас, для мусульман. И будут актуальными, иншаллах, и для наших детей, для наших внуков, потомков, и так далее. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь, когда он разговаривал с людьми, он всегда поворачивался к ним всем своим телом. То есть, например, представим, в каком-нибудь помещении сидят люди, и когда, просто за собой давайте понаблюдаем, когда кто-нибудь разговаривает, кто-нибудь там сбоку, мы просто так. И ладно, если этот человек какой-нибудь важный, а если он какой-нибудь там будет простой, какой-нибудь работяга, или ребенок, или подросток, мы даже, может, будем не считать за что-то существенное, то, что он говорит. Что он там еще опять говорит? То есть, мы нашу небрежность всем своим видом проявляем. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда он разговаривал с кем-то, он всегда поворачивался к нему. С чем? Поворачивался всем своим торсом, всем своим телом. И это первый признак уважения того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ценил то, что говорит человек, обращал ему все свое внимание. Также можно заметить, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с кем бы он ни разговаривал, он его выслушивал полностью.
даже если этот человек был простым ребенком. Да? Помните, наверняка много раз слышали хадис, когда посланник Аллаха, саллиллаху салям, всегда шутил с одним мальчиком. Как, говорит, поживает твой воробушек? Я Аба Умайр, мата алян нугайр. Да? То есть у него был маленький воробушек, домашний питомец, да? И он постоянно спрашивал, играл, шутил, как, говорит, он поживает? В один из дней этот воробушек умер, домашний питомец. И для ребенка это очень большая такая трагедия. И когда он услышал и от этого ребенка то, что этот питомец умер, он ему даже что сделал? Выразил соболезнование, как будто это взрослый человек и потерял своего близкого. И вот это вот нам показывает о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не считал за ерунду даже то, что говорит ребенок, детский лепет. А, к сожалению, мы сами, мы не просто иногда считаем за что-то несущественно, не просто речь детей на улице, мы даже к своим детям. Ну и что там в школе? Ребенок начинает рассказывать, как он сегодня с Мишей встретился, как он сегодня с Ибрагимом поиграл, как он сегодня Софии что-то написал, да? То есть он все это говорит, а мы в этот момент кушаем ложкой там суп, то, что нам жена приготовила, да? И просто мимо ушей все это пропускаем. И не показываем своего внимания. И, к сожалению, многие дети чувствуют свою отчужденность именно из-за того, что папа не считается с ним. Папа его не слушает, папа не радуется его оценке, хоть она и 4. Понимаете? Папа лишь обращает внимание тогда, когда позвонят со школы, когда 2 поставят. И то он не разговаривает с ним, а готов сразу с ремнем там, и так далее, накричать, там, наорать, там, ты чего, там, ты что меня позоришь, там, и так далее, и так далее. Вот это вот, уважаемые братья, наш большой минус. Также посланник Аллаха, саллиллаху салям, в одном из хадисов говорится, к нему обратилась женщина полоумная, которая с рождения была больна, да, и пыталась ему что-то сказать. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как сказано в хадисе, она взяла, говорит, его за руку, начала водить. И посланник Аллаха не убрал свою руку, так, не одернул, да, не убрал свою руку до тех пор, пока она, говорит, его не водила по улице Медины и пока сама не отстала. Вот это вот, субханаллах, показывает нам, насколько милосердным был пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Не просто к людям, которые находятся в ясном разуме, да, молодой он или старый, да, даже к тем людям, которые потеряли свой рассудок. Это верх благого нрава пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Также пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит нам об адабах, которых мы должны придерживаться, когда мы разговариваем. Посланник Аллаха говорит, إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. Если вас будет 3, то пусть 2 в этом маджлисе не перешептываются между собой. Потому что это, говорит, может огорчить 3, который не слушал. Это случается в нашей жизни? Это случается и много раз. И мы иногда специально это делаем, чтобы подколоть его, смотри на него там и так далее, да? И делаем таким образом, умышленно или неумышленно пытаемся опечалить 3 человека. Вот это вот, уважаемые братья, это тоже отсутствие адаба. Если у тебя есть какой-либо разговор, важный разговор, такое в жизни тоже может быть. Ты хочешь что-то сказать, о чем ты не хотел бы, чтобы кто-то посторонний слышал, спроси разрешение у 3. Можно я пару слов скажу наедине этому человеку? Если он говорит, да, без проблем, пожалуйста, то ничего страшного. Если же он говорит, потом, может, поговорите, когда допьем чай, или когда там разъедемся в разные стороны, потом там и так далее, да, это его полное право. И поэтому, уважаемые братья, если есть какой-то разговор именно к одному из людей, присутствующих в общем маджлисе, то лучше это оставить на потом, когда вы останетесь наедине, или спросить разрешение. И Аллах субханаху ва та'аля в Коране говорит нам, то, что вот это вот перешептывание, это иногда облегчает путь к шайтану, чтобы раззадорить мусульман, чтобы внести между ними спор и разлад. И поэтому Аллах субханаху ва та'аля говорит, «Я юхалладина аману, ида танаджайтум фала татанаджау бил ифми валь удуван, ва маасиятир расул, ва танаджау бил бирри ват таква, ва такуллах, аллади илейхи тухшарун». Аллах субханаху ва та'аля говорит, о те, которые уверовали, когда вы, говорит, тайно переговариваетесь, то не говорите о грехах, о вражде
и неповиновении посланнику, а говорите о благочестии и богобоязненности, и бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. И вот тут вот Аллах Субханаху ва Тааля также нам говорит, что даже когда ты с кем-то перешептываешься или имеешь какие-то свои секретные какие-то разговоры, да, пусть это будут разговоры, которые не противоречат тому, что ниспослал Аллах или же его посланник. Аллах дальше продолжает и говорит: «Иннаман наджва минаш шайтан». Поистине, тайная беседа – это является делом шайтана, сатаны. لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Это деяние шайтана, который стремится опечалить тех, которые уверовали. Но это им нисколько не навредит, если на это не будет дозволения Аллаха, и пусть верующие уповают только лишь на одного Аллаха. И здесь речь идет не вообще про все секретные какие-то высказывания, пересказывания там и так далее. Здесь речь идет именно про те тайные беседы, в которых люди строят козни, в которых замышляют что-то плохое, в которых они пытаются или задумывают, как навредить остальным, другим и так далее. И примером этому ученые приводят тайные перешептывания лицемеров, которые строили козни в Медине против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, против сподвижников, каким образом насолить, где чтобы ущипнуть, да? Где чтобы там что-то сделать такое, чтобы это было больно и Мухаммаду, и его сподвижникам. Это их разговоры. Поэтому в целом иметь какие-то перешептывания, это не запрещается, но чтобы это не противоречило тому, что говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, или же Аллах Субханаху ва Тааля в своей книге. Также, уважаемые братья, один из адабов, как мы должны строить разговор, это, как бы это банально ни звучало, думать, о чем мы говорим. То есть примерить на себя вот то, что я сейчас скажу, да, это будет ли нормальным, приемлемым, или же это будет так называемый удар ниже пояса. Обидится ли человек на мою какую-то шутку, да, на мою какую-то колкость, да, или же нет. То есть в первую очередь мы должны это соотнести к себе. Почему? Потому что из-за одного слова случаются разводы. Из-за одного слова дружба может превратиться во вражду. Из-за одного слова доброжелательность может превратиться в полноценную такую войну, когда человек будет желать различные проклятия, там, я не знаю, различные там какие-то там эти плохие свои желания, да, именно к этому человеку. Из-за чего? Из-за того, что один слово не подумав сказал. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. И скажи же моим рабам, о Мухаммад, чтобы они говорили, в том числе между собой, наилучшие слова. «Инна шайтана янзагу байнахум». Поистине сатана, шайтан, он вносит между ними раздор. «Инна шайтана кана лиль инсани адуан мубина». И поистине шайтан является явным врагом для человека. И вот это вот, уважаемые братья, тоже один из адабов, чтобы наши слова не становились ключом для шайтана, с которыми он будет уже промышлять и делать свои действия. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда разговаривал с людьми, он никогда на них не хмурился. Когда он с ними разговаривал, он не показывал всем своим видом: ты мне достал, все, кильме, кит янам там и так далее. Он всегда с уважением относился и, что важно, дослушивал, что он говорит. И это относится не только к мусульманам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, давал волю высказаться, рассказать то, что у человека на душе, даже неверующим, даже многобожникам, которые к нему подходили. Они могли, как сказать, они же не только там о бабочках всяких разных рассказывали, да? Они рассказывали: Мухаммад, хватит тебе, давай к нам, там, и так далее, да? То есть вещи какие-то, которые даже могут противоречить вере во Всевышнего Аллаха. И в один из разговоров был такой мекканский курайшит, да? Многобожник Утба ибн Рабиа. И он считался вельможей своего города, своего народа, то есть авторитетным таким уважаемым человеком. И однажды, когда он сидел среди своих близких, он сказал: может, говорит, мне сходить к Мухаммаду, поговорить с ним, может, я попытаюсь его вразумить, и тогда я, говорит, ему сделаю такое предложение, да, сделаю ему несколько таких этих предложений, и, быть может, он, говорит, примет от нас.
И тогда сказали: все, Абуль-Валид, давай, иди вперед, поговори с Мухаммадом. И когда он пришел к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и пришел к нему и сказал: о брат мой, о сын моего брата, у меня, говорит, есть к тебе предложение. Если, говорит, ты хочешь, говорит, уважения и почтения в нашем народе, а пророк Мухаммад саллаллаху алейхи был их соплеменником и даже в какой-то мере родственником, там, через третье или через четвертое колено, но был очень близок с ними в родстве. И этот Утба, он говорит: если ты хочешь достоинства, уважения, мы, говорит, тебе дадим его. Если, говорит, потому что, говорит, ты происходишь из благородной семьи. Если, говорит, ты хочешь, говорит, но то, что ты, говорит, рассказываешь, вот твоя религия, да, это очень, говорит, большое дело. И оно, говорит, вносит в наши ряды, в ряды мекканцев, раздор, говорит, да, и ты, говорит, рушишь наши мечты, и ты, говорит, поносишь наши идолы, и ругаешь нашу религию, и говоришь, чтобы мы вышли из нее, из того, чему поклонялись наши отцы, и чтобы поклонялись только одному Аллаху. И я, говорит, хочу тебе что-то предложить. И посланник Аллаха, когда это услышал, он говорит: хорошо, Абуль-Валид, я слушаю, говори. И тогда Абуль-Валид говорит: если ты хочешь, чтобы стать богатым, мы, говорит, все мекканцы соберем все наши деньги, вручим тебе его, и ты станешь, говорит, самым богатым среди нас. Если, говорит, ты хочешь почтения и уважения, мы, говорит, сделаем тебя нашим авторитетом, самым главным вельможей, господином. Если, говорит, ты хочешь, говорит, быть королем, правителем, мы, говорит, сделаем тебя королем, и ты, говорит, будешь править нами, и все наши решения будешь принимать ты, и ты, если хочешь, будешь даже отказывать, и мы не будем это делать. Если, говорит, и он начал как бы рассказывать: если ты хочешь пожениться, мы тебе дадим самую красивую нашу девушку среди нашего народа, женим тебя, да, то есть одарим тебя всем, что только можно. И он продолжал говорить, и вдруг он замолчал. И когда услышал это, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит: «Акад фарагта я Абуль-Валид». Ты закончил, о Абуль-Валид? Вот смотрите, да, не сразу же, не с первого сразу предложения, да, хочешь деньги, там, да не нужны мне ваши деньги, заткнись ты уже, да, там, уйди от меня, там, и так далее. Нет, он дослушал до конца. Ты, говорит, завершил свой разговор? Он говорит: да. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тогда послушай же и мои слова. И начал ему читать суру Фуссилят, разъяснены. И можете потом прочитать, да, это очень удивительная сура, где Аллах Субхану ва Тааля проводит различия между верой во Всевышнего Аллаха и между многобожием. И после этого, когда дослушал пророк Мухаммад, когда этот Абуль-Валид дослушал, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: вот это то, что я тебе хотел сказать. Вот я тебе донес вот эти твои слова, и поэтому смотри сам, выбирай. И вот поэтому, уважаемые братья, это является примером того, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, взаимодействовал, разговаривал с людьми, даже не из его религии, даже с неверующими, с мушриками, с многобожниками. Более того, я вам уже рассказывал, по-моему, на прошлых хутбах, да, на татарском языке, правда, может кто-то не понял, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, писал письма правителям, королям, и он написал письмо Ираклию II, если не ошибаюсь, да, византийскому императору. И когда он к нему обратился, он тоже тщательно подбирал слова. Не разговаривал, как с каким-то проходимцем там, и так далее, да. Он, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, четко понимал, кто перед ним стоит или к кому он обращается. И подбирал нужные слова, чтобы этот человек, ему ничего не оставалось, кроме как принять эту истину. Он ему обратился: «Мин Мухаммадин Расулилля», от Мухаммада, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иля азимир Рум», величайшему римлянину. Вот это вот на самом деле, это точное обращение к тому, кто является номером один в государстве. Вы представляете? Не просто сыну своего народа там и так далее. «Иля азимир Рум», величайший римлянин в своем государстве. И поэтому, уважаемые братья, это показывает нам, опять-таки, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обладал наилучшим нравом. И он, когда разговаривал с людьми, предпринимал все попытки и все способы, чтобы этот человек узнал истину, чтобы этот человек не был опечален. Не то, что в делах, которые касаются ахирата, даже в делах, которые касаются нашего мира. И поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля улучшит наш нрав,
Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас следующими за примером пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи. И пусть Аллах Субхану ва Тааля облагородит наш нрав так, как Он облагородил нрав пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи. И на татарской хутбе, иншаллах, тоже будет продолжение. Будем говорить, какими нравами обладал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.